Лето – горячая пора не только для тех, кто работает в туристической сфере, но и для служб, которые контролируют санитарное состояние объектов питания, торговли, в целом объектов размещения туристов. В лабораториях СЭС отслеживают качество морской питьевой воды, проводят другие различные исследования. Какие нарушения фиксирует СЭС в ходе проверок и насколько исполняются предписания службы? Обсудим с Лашей Заранди, заместителем руководителя СЭС города. Здравствуйте, Лаша. Да, здравствуйте. Рады вас видеть. Мы знаем, что вот на протяжении всего этого времени очень активно ведется работа, посещаются рестораны, объекты питания и так далее. Недавно, буквально вот на той неделе, прошла проверка в местах общественного питания на набережной, в прибрежной зоне, и следили за тем, были ли нарушения по поводу наличия септиков, да, и жироуловителей. Вот этот момент, сколько, во-первых, было зафиксировано нарушений, и почему важно, чтобы все это хорошо работало? Да, знаете, как недавно были проведены глобальные инспекции, причем не только санитарно-эпидемиологической службой, а вообще всеми, так скажем, всем административным ресурсом. То есть это водоканал, ЖКХ, потому что это вопрос не только санитарно-эпидемиологической службы, а также все администрации. Были проведены в тех местах, в уязвимых местах на набережной, там, где туристы, там, где готовят пищу, там, где большой поток туристов на набережной. Касаемо жироуловителей, касаемо септиков, это на самом деле такой глобальнейший вопрос нашего города, нашей страны, потому что у нас большая проблема с канализациями. То есть все эти годы она только, как говорится, становится только в ущербном состоянии. И как раз одна из тех причин является именно вот наличие жироуловителя, потому что все жиры, которые, допустим, большие общепиты употребляют, они как бы вливают это в общие истоки. Поэтому большие належи происходят на канализационных трубах и большая непроходимость. Так что были проведены большие инспекции больших объектов ПВО, МВО, набережной. Были локально отмечены такие места, где занимаются большими общепитами, да, то есть это вот у кого при гостиницах, так скажем, столовые, которые там питают по несколько раз в день, на наличие именно жироуловителей и касаемо септиков, потому что это все потом сказывается на нашей природе, на нашем море, потому что в некоторых местах, вот вы отмечали, как раз-таки мы раз в неделю обязательно берем пробу воды, берем в тех местах, где более, локально, где выходят как раз-таки реки, то есть, вот, так скажем, очистительные сооружения. И в некоторых местах были отмечены, так скажем, плохие результаты, но это тоже связано с тем, что море нагревается уже ближе к августу месяцу, бактерии оживляются, то есть микрофлора моря тоже становится намного уязвимой, как говорится. Так что это имеет место быть. Вообще, сколько было нарушений в итоге? Кто соблюдает правила, кто не соблюдает правила? И что вы делаете в случае, вот если есть нарушения? Вы знаете, этот вопрос на самом деле очень глобален. Вот как раз сегодня в парламенте были приняты в первом чтении законопроекты санитарно-эпидемиологической службы, потому что изменения в КоАП были. потому что штрафы мизерные у человека, если мы, допустим, какие-то нарушения были выявлены, штрафы просто от 1,5 до 5 тысяч рублей. Это вообще, говорится, ни о чем. Здесь вопрос нужно ставить о том, может ли он дальше заниматься своей деятельностью или нет. Поэтому эти вопросы также были проработаны мной и администрацией. То есть вы инициировали как минимум были инициированы, да, то есть я тоже являлся инициатором, так скажем, этого законопроекта, потому что это необходимая мера, которую мы должны предпринимать. Мы кормим людей. Расскажите по новым правилам, как будут наказывать нарушителей, какие санкции? Это пока в первом чтении, пока только было принято. Да, мы, давайте так, максимальное сразу наказание, имеется в виду, если мы первое предупреждение сделали, второе максимальное наказание будет вопрос стоять о его деятельности на 90 дней. 3 месяца. Да, конечно, на 3 месяца будет вопрос, поэтому это не в их интересах, на всего лето длится 3 месяца.
и на 3 месяца выключаться с работы, это вообще, как говорится, не в их интересах, поэтому лучше соблюдать санитарные. Ну, вы знаете, мы тоже от людей, когда ходим, требуем, понимаем, что многие годы, как бы, знаете, им никто и не подсказал, никто и не сказал, как это правильно сделать. Поэтому Вот где-то, удивительно. да, где-то мы носили рекомендательный характер, но где-то было, где вот прямо был ужас, если честно. Мы закрыли даже некоторые склады, закрыли некоторые склады, и вообще стоял вопрос о дальнейшей их деятельности. Но на законном уровне мы не могли никак на них повлиять. Вот спасибо большое, как говорится, парламенту. В первом чтении было принято. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Я думаю, что заработает только к следующему сезону. Может быть, некоторые, да. Я имею в виду, примут окончательно законопроект. Ну, уже после отпуска, уже, я думаю, до Нового года. Но этот вопрос очень актуальный. Много лет никаких изменений именно в законопроектах с СЭСа ничего не было, понимаете? Там такие пробелы большие, люди этим пользуются. Многие штрафы, даже вот то, что я работаю 2 месяца, многие штрафы, которые были, допустим, предписания написаны, они там могли не заплатить просто за то, что пробел, там год рождения не указали, там еще какие-то моменты. То есть всегда хороший юрист всегда найдет ответ. Вот это тоже большая проблема у нас. Так что, То есть даже если они проигнорируют штрафы, вы ничего не могли сделать? Да, абсолютно ничего, понимаете? То есть, как-то так. Поэтому идем к этим вопросам. Был рейд по ресторанам, проверяли нарушение эксплуатации инженерных сетей. Это разные вот септики, то, что вы говорили, канализация, это что же сеть? Нет, смысловая нагрузка, в принципе, идентичная, и потому что если нет канализации, соответственно, он должен использовать септик. Вот инспекции, которые были проведены на набережной, допустим, в районе Дема и дальше, в принципе, там как таковой канализации и не было, да, поэтому многие люди используют сеть, кто-то накопительный бак использует, кто-то кто-то сделал даже, как говорится, самодельное очистительное сооружение, то есть такого так скажем, такого формата. А так, канализации тоже, вот мы до этого сейчас с вами обсуждали, тоже соответствующие должны использоваться, то есть перед этим и жироловитель стоять, может быть, и в канализацию, которая вода заходит, тоже соответствующая, не такая грязная должна быть, потому что она все равно, это все втекает в море. Как ни крути, результат все равно у моря. Я вот хочу понять, то, что касается септиков, о чем мы говорили изначально, то есть там были сплошные нарушения, как я поняла? Глобальные. Везде. Если так, хоть вещественными именно. Есть. Не будем скрывать, хвалить тоже будем людей. Сейчас не будем поименно. Не будем единицы, которые к этому вопросу подошли реально и с патриотической точки зрения, и с, как вам сказать, с профессиональной точки зрения, то, что это для них же и лучше, понимаете? Скажите, а если, как вы сказали, вот трубы забиваются, как потом это чистить? Там все вручную надо? Или вот какими-то составами можно? Да. Составы же тоже ядовитые, тоже, наверное, не очень хорошо. Через день мне присылают, говорится, и глава администрации, замглавы администрации, кадры, как ребята своими руками водоканала чистят, это все выкачивают. Да, это если потом хотите, могу вам в смысле показать. Реально это больно смотреть на такие вещи. Причина всего лишь элементарна, то, что люди не соблюдают элементарные санитарные нормы. Мы когда ходили, разговаривали с людьми, мы тоже, знаете, как не говорили им, вот у вас там ужасная кухня, там у вас то, о каких-то элементарных, фундаментальных вещах, которые должны соблюдаться при открытии кафе. Это, я не знаю, здесь никто не должен был так говорить. Вы кого-нибудь наказали, смогли? Конечно, наказать-то наказали, но наказать штраф вы сами слышали. Природоохранная прокуратура тут выступила, сказала, что вот что-то делаете. А как? Природоохрана тоже с нами была на этих же инспекциях. На самом деле у них тоже рычагов влияния не так много, как хотелось бы. Наверное, у нас все-таки больше рычагов влияния. Но почему мы проводили инспекции вместе со всеми остальными службами? Потому что это касается всех, да, то есть это и водоканал, и санитарно-эпидемиологическая служба, и природа, и прокуратура, охраны экологии природы, понимаете? То есть это все вместе, поэтому когда еще все службы вместе проходят, это больше результата дает. Как они сказали, что не надо ждать, когда природоохранная прокуратура как бы займется этими делами, а вот хорошо бы на стадии
работы СЭС все это дело урегулировать? Ну, конечно, так хотелось бы, потому что природоохрана, экология, она обычно после нас, да, принимает, так Мгм. скажем, соответствующие Да. меры. На нашем этапе должно все, конечно, прекратиться, но опять-таки же за то, что у нас нет рычагов соответствующих на, скажем, предпринимателей, на людей, которые занимаются и туристической сферой. Но здесь вопрос, кстати, стоит не только общепит, а и вообще, в принципе, состояние гостиниц. Мы Мгм. проводили также инспекции состояния гостиниц И? в некоторых, прямо, вы знаете, совдеповских, в каком плане пыльно, грязно. Мгм. Я бы По туда, углам да, поскребешь. да. То есть мы и пробы брали, имеется в виду, самих номеров, на самом деле, Мгм. грязно очень. И эта пыль, как нас утверждали, что вот вы пришли там, и вот Не это было, успели убрать. не успели убрать, эта пыль не вчерашняя, не сегодняшняя, так что Мгм. тоже есть такие нарушения. Вообще, давно уже стоит вопрос о том, что где какой-то отдел должен быть контроля качества предоставляемых услуг нашими туроператорами, нашими, как говорится, гостиницами. Это вопрос, я думаю, Мгм. в перспективе обязательно будет. Ну, есть же нормальные, приличные номера. Конечно, есть. Мгм. Вы знаете, вот опять-таки же возвращаемся к вопросу. И санитарно-эпидемиологические службы многие соблюдают. Молодцы. Я даже в некоторых не ожидал, я вам так скажу, Мгм. что это так и будет, да, от кого не ожидал, Кого не да, ждал. от кого не ждал, где кушал, а там, оказывается, все как раз-таки наоборот. И то же самое с отелями. Есть хорошие ребята, достойные, которые свои отели Мгм. очень хорошо содержат, чисто, аккуратно, и То есть столовые, то есть все с соблюдено. ресторанами были неприятные сюрпризы, да? Больше с ресторанами, да, неприятные Мгм. сюрпризы, но мы в основном ими и занимались, потому что это более уязвимые места летом. Они Мгм. летом вот на Да, набережной да. кормят и там шашлыком, и рыбой. Э, Рынком занялись столичные власти. Была речь о том, чтобы там урегулировать вот эту ситуацию с хранением продуктов и кругом территорию мусорных контейнеров касается. Вот если коротко скажите, чтобы у нас еще осталось времени для одной темы. Да, ну, у нас было недавно большое совещание у главы администрации, как раз-таки, где были соответствующие службы, где был и директор рынка, и мы разговаривали вообще статус этого рынка именно как функционирование, Мгм. потому что много лет там никаких, как говорится, знаете, таких вложений не было. Там в прошлом году, если не ошибаюсь, там только крышу меняли, но, если честно, сам рынок должен быть, да, должен состоять по-другому вообще. Мгм. То есть товарное соседство, то есть там цветы не должны продаваться рядом с сыром, потому что там есть соответствующие химикаты, Что которые вы потом... зафиксировали которые, при проверке рынка? Где хранятся продукты? Продукты хранятся на прилавках, конечно, но просто есть такая проблема из-за того, что люди свой товар хотят вынести чуть-чуть на улицу поближе, чтобы его было видно. Из-за этого сам продукт портится, понимаете? Там, это кондитерские изделия, это хлебобулочные изделия, молочные, говорится, То есть тоже они тот же ставят мясо. на пол, Да, выдвигают на да. солнце там и так далее. Соответственно, да. И мы же потом не знаем, Это продали. массово? Это массово. Это делает каждый, не то что каждый второй, а каждый первый это делает. И когда я им задавал вопрос, почему вы так делаете, ну, типа, чтобы было видно, чтобы когда человек проходит, чтобы он купил. То есть там, вы знаете, мы сделали большое совещание с самими продавцами, выяснили их чаяние, узнали, в чем же все-таки проблема, почему так происходит. Это все нужно урегулировать на уровне администрации рынка, для того, чтобы они тоже сделали соответствующие условия были созданы, понимаете? То есть это витринные помещения для молочных, санитарные книжки, чтобы все соблюдали, потому что многие продают продукты, и Вообще без симптомов. мы не знаем, откуда этот человек мясо взял. Вот как раз недавно вопрос, то, что мы с вами обсуждали, что нам, может, вообще лошадей на рынок привозили, продавали, и никто про это даже не знал. Да, рынок, конечно, такая тоже, как говорится, Тема большая. Да, тема большая, но директор рынка идет навстречу, разговаривает, ведет диалог с главным санитарным врачом рынка. Рынка тоже разговаривали, тоже
готова вести диалог. Поэтому на уровне администрации решаем этот Нашли вопрос. место для мусорных контейнеров? Говорили, что надо убрать, чтобы как-то их, или, не знаю, куда-то отодвинуть, чтобы они не мешали, и в то же время, чтобы они были. Ну, вообще, раньше где... Чтобы мусор везде не складировался Да, на конечно. рынке. Раньше вот где стояла, так скажем, где стоял мусорный контейнер, там сейчас продают животных на улице, на углу. Там стоял вообще, да, мусорный контейнер. Вот мы хотим, еще не было такого диалога, повести диалог, чтобы вернуть к истокам, чтобы мусор складировался, говорится, в одном месте, потому что спецавтохозяйство, когда даже убирает мусор, не может заехать туда из-за наличия там машин, пробок и вот такой вот То есть ситуации. работа будет уже этим летом проходить по вот обустройству рынка? Она уже до конца лета обязательно будет проводиться, уже проводится. Есть даже, чтобы разгрузить, если не получится, ну, так, как, допустим, мы хотим частично разгрузить мусорный контейнер внутри рынка, расставить по определенным местам, чтобы там можно было, как говорится, которые передвижные, можно было на улицу передвигать. Но вообще я считаю, что рынок должен быть реорганизован полностью с нуля, и потому что мы себя позиционируем как эко-страна, да, понимаете же, и туристы, когда приезжают, даже снимают рынок, на что похоже. Так что... Да. В двух словах буквально хотелось бы все-таки поговорить по теме резервуаров, которые у нас находятся. Сколько их, в каком они вообще состоянии, как часто вы проверяете состав воды и так далее? Так, с резервуарами на самом деле тоже, знаете, такая больная тема. Количество резервуаров в Сухумском районе, их всего там 3-4 штуки, но и просто кто-то функционирует. Почему я так называю? Не точно, потому что что-то функционирует, а что-то нет. Недавно были но водоканал, если честно, тоже надо отдать им должное. Там, где они могут, берут пробы воды. У них тоже есть, кстати, своя лаборатория. Там, где они проводят анализ воды, но некоторые резервуары, которые находятся особенно в Сухрайоне, не побоюсь этого слова, в плачевном состоянии. Я был там сам лично, специально поехал, посмотрел. Что там за проблема? Проблема того, что нету там, допустим, тот же ультрафиолет, который должен соблюдаться в 2010 или 2012 году, говорит, там мужик, кто смотрит за ним, кто последний раз, говорит, приезжал. Плюс ко всему, пробы воды не так часто, видимо, брали, потому что санитарно-эпидемиологической службы Сухрайона не существует. Ее нету. Она дотационно к нам относится, мы помогаем, поскольку сможем. И не всегда же бывает, руки доходят. Прошу прощения, летучие мыши летают внутри резервуаров. Еще раз повторюсь, я там был, то, чего я не видел бы, я бы, как говорится, с чужих слов не сказал бы. Трубы в плачевном состоянии. Но, конечно, пока эта вода дойдет, так скажем, до потребителя, она там какие-то, да, фильтра проходит, какие-то эти, но вода, где она хранится, понимаете, есть это... в планах заняться... Первые планы, даже не обсуждается. Это да, конечно, это я уже и докладывал главе администрации о том, что это источник жизни, это вода, и это на что первое нужно обратить внимание. Это безопасность. Это, конечно, в конце концов, нам война не нужна в том плане, что человек одной каплей может отравить полнаселения. Понимаете, он должен быть охраняем, он должен быть закрытый. Не помню, пару лет тому назад, если не ошибаюсь, корова упала в резервуар, и вот мы пили эту воду. Вот вам, в принципе, ответ. Что так вот. Ну, ближайшие планы, сейчас мы, в принципе, уже сказали про рынок. Да. Как еще турсферу будете проверять? Вот мне интересно. Жарко, да? Может быть, море, морская вода. Как состояние? Что вы скажете нашим туристам? Успокоите их или, наоборот, скажете, чтобы они запасались, допустим, препаратами лекарственными? Да нет, на самом деле успокою в каком плане? Просто, как бы воду не надо пить морскую. Это как говорится... Это точно. Да, это, как говорится, самое элементарное, как говорится. А в остальном, в общепитах мы постарались в начале сезона наладить, имеется в виду, касаемо, да... Все, спасибо вам большое. Какие нарушения фиксирует СЭС в ходе проверок различных объектов общественного питания, насколько исполняются предписания службы, мы говорили с Лашей Заранди, замруководителем СЭС города.